Нет у нас волшебной палочки, чтобы взять и в течение буквально секунды что-то поменять. Да, государство вообще плохой собственник в абхазских условиях. Господа президенты и депутаты, они приходят и уходят, а проблемы, они остаются. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Избирательная кампания по выборам в Народное собрание парламента Республики Абхазия идет полным ходом. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по Ишерскому избирательному округу номер 22 Ахра Смыр. Ахра – это журналист, блогер, автор и соавтор научно-популярных и исследовательских работ. И вот он баллотируется по такому сельскому округу. Здравствуй, Ахра. Добрый день. Я каждому вопрос задаю. Первый обычно, почему он идет, выбирается в этот парламент, какая мотивация? Мотивация на самом деле, их целая группа, но попробую по порядку. Мое последнее место работы текущее – это администрация президента Республики Абхазия. Раньше это называлось экспертное управление, сейчас это управление внутренней политики. И в ходе работы, то есть на протяжении практически уже 2 лет, ко мне поступает различная информация о различных, скажем так, явлениях, происходящих в Республике Абхазия. И, к сожалению, анализ этой информации привел меня к такому наблюдению, что между Афоном и Сухумом, то есть 2 довольно-таки развитых города в Абхазии, находится Сухумский район, который в своем состоянии и по бюджетным показателям, по показателям населения, он возглавляет антирейтинг вместе с Ткварчельским районом. Но если в случае с Ткварчели все понятно, почему там так получилось, был моногород, добывали уголь, не стало угля, и война, блокада и так далее, то в случае с Сухумским районом, львиную часть которого на побережье, допустим, занимает село Ишера, мое родное село, в случае с Сухумским районом почему-то сложилась такая ситуация, не совсем понятно. Каждый человек, кто сталкивался, кто видел, бывал в Ишерах, проезжал мимо и так далее, может сделать несколько выводов. И один из этих выводов, базовых выводов, это отсутствие коммуникаций, это угасшее сельское хозяйство и так далее. И, соответственно, нет у нас волшебной палочки, чтобы взять и в течение буквально секунды что-то поменять. Но есть механизмы. Механизмы – это не только исполнительная власть, в которой я сейчас в данный момент работаю. Это механизмы еще и законодательные, которыми можно в целом выровнять ситуацию таким образом, чтобы она напрямую коснулась и этого района тоже. Это родной мне район, я родом ишерский, я прописан в данный момент тоже в Ишерах. И знаком с ним не понаслышке. Вообще в парламенте, я понимаю, там есть проблемы села, с одной стороны, и о них мы тоже поговорим. А вообще концептуально, какие ты видишь задачи, которые будут стоять перед новым парламентом? Что необходимо, какие сферы необходимо реформировать законодательно, хотя бы какие требуют изменений, какие изменения требуются в нашем законодательстве для того, чтобы у нас все-таки социально-экономическое положение в стране заметно улучшилось? Хороший вопрос. И одновременно очень сложный. Дело в том, что какими-то реформами, конечно, можно достичь значительного успеха, но надо понимать, что реформа ради реформы – это равно разбазаривание средств, времени, усилий и так далее. То есть надо довольно-таки отчетливо себе понимать,
что мы хотим, что надо менять, чтобы прийти к тому результату, который хотим. В нашем случае у нас как бы притчей во языцах стало, что излишне громоздкая структура государственного управления в Абхазии, да, то есть какие-то функции дублируются, какие-то наслаиваются, какие-то функции, как бы, будучи продублированы, дублируются уже в самих себе. Как бы, да, и вот с этой ситуацией необходимо что-то сделать. И я знаю, вот есть комиссия по конституционной реформе, да, и она выдвинула довольно-таки здравые и аргументированные предложения. Эти предложения касаются, с одной стороны, укрепления и оптимизации исполнительной власти, то есть это конституционная реформа, подразумевающая упразднение как бы, кабинета министров, да, и должности премьера, но в то же время эта реформа означает усиление парламента, а именно в той части, где парламент может как бы рекомендовать, одобрять каких-то министров, может как бы выказывать им недоверие там, и так далее. То есть это довольно-таки сбалансированная модель, казалось бы, там всего-то ничего, там 2 строчки мы там в 2 законах поменяем, да, но результат с этого будет оптимизация, результатом будет как бы укрепление того, что сейчас называется модным словом вертикаль власти. И самое хорошее вот именно в этом решении, да, заключается в том, что в Абхазии практически нет, ну, я во всяком случае не видел публично какой-то такой вот аргументированной критики, да, вот такого подхода. То есть все фланги политического поля, все как бы согласны, да, все более-менее согласны. И мне кажется, это надо делать. Это первое. Второе, то, что касается законотворчества в целом, необходимо создавать условия, чтобы Республика Абхазия, как субъект международного права, не выглядела как бы, ну, недостаточно, не то что развитой, не выглядела абсолютно отстающей по всем параметрам своего социально-экономического развития от своих ближайших соседей. В том числе, самое главное, от нашего ведущего партнера Российской Федерации. То есть мы должны свою законодательную базу выстроить таким образом, чтобы у нас не было никаких таких вот точек невзаимодействия, когда люди уже перешли, там, ну, все страны вокруг нас перешли на какие-то современные стандарты и принятия решений, и реализации и так далее. Мы по старинке там что-то вот высчитываем на деревянных счетах, там выписываем какие-то бумажки и так далее. Вот это вот, если совсем упрощенно говорить. Мы, я так понял, ты говоришь про цифровизацию. Да, совершенно верно. То есть речь идет о цифровизации, речь идет о цифровизации государственных услуг. То есть мы должны уйти от понятия государственного управления, исключительно, о котором мы постоянно говорим, да, и прийти к понятию сервисное государство, то есть государство, которое служит людям, служит народу. А чтобы оно служило народу, этот самый народ должен не бегать из учреждения в учреждение, какие-то справки откуда-то, куда-то носить, где-то кого-то что-то просить, чтобы... Где-то кого-то подмазать, соответственно. Да, люди должны это сделать современным доступным способом, открыв свой телефон, выбрав там приложение там, абхазских государственных услуг и решив свой вопрос в течение короткого промежутка времени и придя в единственную организацию, в которой ему необходимо решить свой вопрос. То есть это то, что поможет напрямую всем людям. И это огромный комплекс нормативных актов. Это касается и собственных госуслуг, это касается и взаимодействия государственных органов друг с другом, это касается безопасности данных, это касается хранения данных, где эти данные будут храниться в Абхазии, в России, в Европе, где хотелось бы, чтобы в Абхазии. Это касается стандартов хранения. То есть там огромный перечень документов, и для того, чтобы с этим совладать, необходимо, как бы, с одной стороны, обладать пониманием, а с другой стороны, необходимо убедить все общество, то есть и парламент, и все общество в том, что это на самом деле нужно и полезно, и отклик от этого получит каждый из нас. Ты IT-технологиями достаточно давно занимаешься. Насколько вот этот процесс можно вот в условиях Абхазии как бы сделать более интенсивным, внедрить вот эту систему? На самом деле в условиях Абхазии это проще сделать, чем в условиях, допустим, Российской Федерации. Ввиду того, что множество, ну, назовем это транзакций, да, то есть взаимодействие там, гражданина и государственных органов, взаимодействие государственных органов друг с другом, взаимодействие государственных органов с иными государственными органами. Да? Чем более формализованы и забюрокрачены эти транзакции, тем сложнее их оцифровать и внедрить какие-то новые технологии. Но чем это более расплывчато, тем проще. И цифровые технологии могут стать как раз-таки точкой сбора
вокруг которых собираются уже адекватный государственный менеджмент и предоставление адекватных государственных услуг. То есть в этом плане цифровизация для Абхазии это не что-то сродни полету на Марс, а это наоборот. Вот я пример приведу, правда, из другой области. В Абхазии есть фиксированная связь, проводная, старинная, телефонная, да? И мы же все видели, как быстро сотовая связь 4-го поколения. Практически накрыла эту связь. Она практически открыла, все пользуются, все могут, оказывается, пользоваться, и никаких проблем нет. И по уровню, кстати говоря, распространению, покрытию, она практически всю территорию Абхазии Точно покрыла. так же мы должны поступить с предоставлением государством услуг народу, населению. То есть предоставление государственных услуг это должно перестать быть хождением по мукам из одной конторы в другую. Это должно стать современным, простым, понятным, доступным актом. Точно так же, как вот пользование мобильной связью. С цифровизацией мы разобрались. Какие еще проблемы, вот какая проблематика тебя волнует, вот если ты там изберешься в парламент? На самом деле тоже таких вот как бы проблем их масса, но меня в данный момент волнует что? Меня в данный момент волнует то, что перед Абхазией как бы стоит самая большая проблема – это найти деньги на ремонт в нашем доме. То есть у нас большой неотремонтированный дом. Нет, деньги мы периодически находим, но они как-то… Но чтобы эти деньги пошли на ремонт, необходимо не просто вот дайте мне 100 рублей, я там решу. Необходимо четко знать целевое полагание, целеполагание должно быть. Чтобы это целеполагание состоялось, необходимо разработать, наверное, какую-то концепцию развития. Разработать не просто концепцию развития, а, наверное, возможно даже создать какую-то корпорацию развития Абхазии, да? То есть в которой будут стекаться определенные ресурсы для решения определенных, в том числе и больших и тяжеловесных задач. Допустим, это касается инфраструктуры. Сейчас много говорится об открытии аэропорта. Это прекрасно, но перед тем, как открыть аэропорт, это же не просто вот взять там, открыть какой-то замочек и сказать: самолет, садись. Это необходимо подготовить всю инфраструктуру, это необходимо подготовить кучу специалистов. И эти специалисты должны иметь допуск от абхазских служб безопасности работать здесь, в Абхазии, в такой жизненно важной критической точке. Это необходимо, помимо безопасности, еще всю инфраструктуру логистическую наладить. Да? То есть мы, как минимум, до аэропорта должны хорошую дорогу проложить, возможно, даже аэроэкспресс запустить. Ну, очень много моментов, они взаимосвязаны друг с другом. Как делать это при нашем мизерном бюджете? Я не знаю, я не нахожу как бы массы ответов, я нахожу один ответ на эти вопросы. И этот ответ, он касается, что в каких-то аспектах возможно государственно-частное партнерство. Окей, проблем нет. Государство владеет, частник копирует. Да, государство вообще плохой собственник в абхазских условиях. Чтобы это не превратилось в тезис, дескать, все продают и так далее, необходимо эти механизмы нормативно проработать таким образом, чтобы, во-первых, было понятно, что это за партнерство, на каких оно условиях вообще возможно. И, во-вторых, было понятно, как это все застраховать. То есть, возможно, какие-то страховые издержки будут. И это тоже необходимо продумывать. И это касается вот таких больших вещей. Я вот сейчас вот второй проект, который тоже обсуждается, хочу затронуть. Это проект газификации Абхазии. Я тоже массу различных мнений слышал. Кто-то говорит, что это возможно, кто-то говорит, что невозможно. Но мне кажется, ты тоже бывал в Южной Осетии. Вот, в Южной Осетии это оказалось возможным. Я думаю, что Южная Осетия по степени разрушенности, изношенности инфраструктуры и по депопуляции, как бы, да, она более и оторванность от другого, это более худший пример, чем тот, который мы видим перед собой. Но тем не менее, там это удалось. Если оно удастся здесь, то тут тоже огромный кейс документов, их всех надо прорабатывать, надо понимать, с чем мы имеем дело, и надо понимать, что с той стороны, допустим, будут это российские инвесторы или российские государственные какие-то учреждения, которые оперируют в Абхазии, они могут просто не догадываться о том, какие у нас здесь проблемы. Они могут прислать тебе типовое решение. Если ты это типовое решение начинаешь применять у себя в Абхазии, ты внезапно натыкаешься на то, что опа, а это не так, а это не то, а это нам не подходит. Потом возникают претензии, потом возникают обвинения в том, что кто-то кому-то чего-то продает. А всего-то надо просто нормально подготовиться. Надо уметь нормально прочесть присланный документ. А то у нас иногда забывают даже вот это федеральное убрать. Я именно об этом и говорю.
плюс еще, вот если касаться округа Ишерского, да, 22-го, ну, газораспределительная станция, это исторически на территории Ишера располагалась, так же, как ряд других промышленных предприятий, так же, как сейчас в данный момент сухумские вот очистные вот сооружения тоже в Ишерах располагаются. То есть это те вещи, которые затрагивают и непосредственно всю Абхазию, и непосредственно тот округ, в котором нахожусь. И необходимость как бы изучать массу документации вот по вот этим вопросам, это была еще одна причина, по которой я вот собираюсь избираться в парламент. И я просто перед собой вижу несколько таких целей, по которым я считаю, что необходимо работать, и буду призывать всех работать внимательно, потому что мы можем сколько угодно говорить, что кто-то поддерживает одного президента, кто-то поддерживает другого президента. Господа президенты и депутаты, они приходят и уходят, а проблемы, они остаются. И эти проблемы, если не решать, они останутся в итоге детям, внукам, правнукам. И что здесь будет? Здесь будет масса нерешенных проблем, будет какая-то серая территория, из которой все захотят сбежать. Вот этой ситуации допускать ни в коем случае нельзя. А поэтому надо работать. Ну, одна из самых проблемных зон вообще нашей, это все-таки такая, как бы мы плохо сожительствуем с правом, да, то есть у нас с этим вечные проблемы, да, очень, и законодательство, оно тоже как бы по-разному как бы трактуется, куча всяких разных возможных дыр существует, да, там прокуратура кого-то сажает, кого-то выпускает, суд там, то есть это действительно у нас проблема, тем более еще как бы коррупция здесь сильно вмешивается в этот процесс. Вообще есть какое-то видение вот, в плане правопорядка в Абхазии, как его привести вот к какому-то общепринятому там стандарту? Это, знаешь, как есть сила привычки, и сила привычки это вот сродни земному тяготению, ее преодолеть очень сложно. Но силу привычки человеческой, да, не подчиняться никакому закону, вот просто вести, вот как хочу себя, так и веду, она как бы ограничивается нормальной правоприменительной практикой. Да? То есть, если человек может себе позволить наносить ущерб другим людям и так далее, ну, как правило, это безнаказанным не остается. Плохо, когда это происходит стихийно, как у нас. То есть, где-то кого-то наказали, где-то кого-то не наказали. Кого-то наказали сильнее, а следовало бы слабее, а кого-то наоборот. Да, то есть, вот в этой ситуации возникает, во-первых, неразбериха, во-вторых, то, что вот ты совершенно справедливо отметил, между прокуратурой, судами, собственно, самой милиции, да, иногда возникает как бы дисбаланс такой, да, то есть, когда одни, допустим, отрабатывают тему на 100%, а другие просто ее как бы плавно спускают на тормозах. Вот для этого необходимо, на мой взгляд, отделить страшное от нестрашного, да, то есть, мы должны провести такой вот водораздел, возможно, это будет касаться каких-то инноваций в уголовно-процессуальное законодательство. Мы должны провести водораздел между тяжкими и особо тяжкими преступлениями и преступлениями, которые тяжкими не являются, но за которые у нас основная масса людей привлекается. Да, это может быть как бы какой-то, грубо говоря, кража у туриста и так далее, вот, массовые такие явления, за которые люди в итоге сидят годами, вот, и пополняют собой тем самым ряды абхазского криминала. То есть, мне кажется, в определенном смысле необходима гуманизация. То есть, по легким статьям, да, людей достаточно, на мой взгляд, штрафовать. Если человек не имеет денег на уплату штрафа, да, какие-то понятия общественных работ вводить как бы, в эту практику. И только уже, если вот это все не сработало, только после этого сажать. Но в то же время, когда касается тяжких и особо тяжких преступлений, это, как правило, вот практика показала, это чаще всего происходит, ну, допустим, похищение людей и так далее. Да, убийство. Это происходит как бы, эти преступления происходят путем участия людей, их состояния в организованных преступных группировках. Вот и эти ОПГ сами по себе, они
большее зло, чем какие-то отдельные преступники по каким-то отдельным тяжелым преступлениям. Соответственно, за участие в этих самых ОПГ, на мой взгляд, санкция должна быть более жесткой. А какие-то незначительные преступления, там вообще вот, говорить о том, что человека необходимо закрывать в тюрьму, не приходится. Достаточно штрафовать. И таким образом, если мы сможем пройти тот путь, который ряд постсоветских стран прошли в этой области, то есть они фактически вывели участие в ОПГ, там вот говорят, ну, если говорить о ворах в законе и так далее, они вывели это в отдельную категорию тяжких преступлений, за которые можно просто за сам факт участия, да, человека привлекать и так далее, то в таком случае роль государства усилится. Роль государства сама по себе, она не позитивная, не негативная. Государство – это машина. Да? И эта машина, она тебя привезет куда ты хочешь. И надо понимать, куда мы хотим отправить эту машину, да? Куда она должна ехать. И тут уже вся экономическая теория современная, то есть какого бы автора ты не прочитал, будет он западный, будь он российский, вся сводится к тому, что все страны мира, которые мы считаем благополучными, вне зависимости от формы правления, где-то это демократия, где-то это автократия, где-то монархии, где-то это абсолютные монархии, типа стран, да, стран вокруг Персидского залива, их всех объединяет одно. Богатые страны – это страны, у которых хорошо работает полиция и суды. Бедные страны – это всегда страны, где плохо работает то и другое. И это надо просто иметь на подкорке. И надо сделать так, чтобы полиция и суды не превратились в орудие произвола, которому люди не доверяют. А чтобы они не стали таковыми, нам необходимо просто очень четко провести грань. Все, что не тяжкое преступление, мы не будем пополнять людьми, совершивших эти деяния, ими пополнять ряды криминала, но любой организованный криминал, он должен жестко пресекаться. То есть, а это как бы законотворческим как бы, путем можно к этому прийти. То есть можно дать иные определения в соответствующих нормативных актах и как бы сделать так, чтобы машина исполнительной власти начала работать немножко по-другому и вести нас в ту сторону, куда нам нужно попасть. Побыстрее попасть. Но ты все-таки баллотируешься по непростому округу, сельский, там несколько сел, и ты вначале говорил о том, что действительно огромное количество проблем, но вот что можно сделать вот в этом округе в ближайшей перспективе? Тем более в советское время это был все-таки туристический район. Там Ишера, там Шацкуара, там пансионаты были и так далее. Не только туристический. Да. Не только туристический, да. Это и мандариновый абхазский рай был, где несколько цитрусовых совхозов было. А сейчас, в общем-то, я это как бы тоже не понаслышке знаю ситуацию да, в Ишерах, потому что у меня там и мать оттуда родом, дом остался, там родственники, да, я приезжаю регулярно, да, я вижу, у людей работы нет, там дороги плохие, коммуникации, то есть это вот огромная проблема, и с образованием, да, вроде бы недалеко от Сухума, но тоже школы как бы влачат достаточно такое жалкое существование. Все-таки, что ты видишь вот основным понятно, что депутат участвует в формировании бюджета. Что нужно для этого региона первостепенно? Ну, первостепенно основная проблема Ишеры – это отсутствие коммуникации. Это первая и самая главная проблема. То есть, если мы имеем республиканскую трассу, проходящую через село Верхняя Ишера, да, и там все более-менее нормально, вот, то по всей Нижней Ишере раньше была трасса дублер, которая в данный момент это просто печальное зрелище, потому что там и ползневые явления и так далее. И постройка этой трассы, то есть ее как бы реновация, восстановление, оно будет стоить колоссальных денег, которые в данный момент Абхазия не располагает. Но никто не заставляет делать это единомоментно через всю Ишеру и так далее. Я думаю, что любая большая задача допускает свое решение, если ее разбить на несколько маленьких как бы отрезков и пытаться добиваться того, чтобы хоть один из этих отрезков был как бы решен в обозримом будущем. Это с одной стороны. С другой стороны, вот Верхнюю Ишеру я упомянул. В Верхней Ишере другая проблема – это водоснабжение, то есть регулярное водоснабжение. Нынешнее как бы руководство района и предыдущее, они во многом эту проблему решили, но сделать ее как бы
24/7, 365 дней в неделю, пока еще в данный момент не удается, да, это тоже требует привлечения значительных средств. И я считаю, что, находясь в парламенте, можно добиваться привлечения именно вот в эти области. Если говорить о туристическом потенциале, да, то есть он там колоссальный, но надо понимать, что, допустим, какие-то объекты, которые в данный момент в Ишере находятся в разрушенном состоянии, это один санаторий, это один пансионат в Шицкварах, это огромная спортбаза в Ишерах. Это их восстановить просто так, найдя какого-то инвестора и так далее, невозможно, потому что это колоссальные суммы, колоссальные затраты. И без тех нормативных актов, без принятия тех нормативных актов, о которых я говорил выше, то есть определение государственно-частных партнерств, определение инвестиционной деятельности и так далее, там огромный пакет документов, которые необходимо просто разработать, принять, оптимизировать, уточнить и так далее. Эти объекты тоже работать не будут. То есть нам надо создать условия, чтобы в эти крупные объекты, которые могут стать точками притяжения в Ишерах, пришли деньги. А в данный момент мы наблюдаем картину, когда особенно по Нижнеишерской дороге, ты въезжаешь со стороны Нового Афона, ты наблюдаешь частные гостиницы 3-4-этажные. Да? Но это в начале, это еще в Гудову. Да. И как только въезжаешь, собственно, в Сухумский район, дорога кончается и кончается развитие. Вот с этой ситуацией надо что-то делать. Потому что эта ситуация, она превращает тот район, тот регион, который должен быть самым-самым развитым, самым цветущим, она его превращает в один из самых депрессивных в Абхазии. Вот из этого надо выходить. И тут усилий самого района, да, категорически не хватает, потому что это затраты и это проекты республиканского масштаба, они силами самого района решены быть не могут. С другой стороны, эта дорога все-таки она не совсем местного значения. Да, в свое время она была центральной дорогой, которая проходит через ту же Шицквару, да, и в силу все время увеличивающегося трафика, особенно в летний период, да, и эта дорога, необходимость этой дороги, она может иметь действительно республиканское значение. Да, но пока этого мы не видим. С другой стороны, я смотрю, ты правильно заметил, что едешь с Афона, выезжаешь, да, уже на выезде, там, да, в Гландре и так далее, там жизнь кипит, там очень много всяких туристических объектов, гостиницы маленькие, там, да, гостевые дома, там понастроены, там кафешки, там шашлычные и так далее, но дальше въезжаешь на территорию Ишеры, вообще, как будто бы это действительно на другой планете находится. Я сравниваю, допустим, с Мачарой, которая с другой стороны, да, находится, да, у въезда в Сухум, да, там тоже очень все быстро развивается. Почему в этот регион Ишера, Гумиста, Шицквара не идут инвестиции? В первую очередь, потому что нет коммуникаций, б, не проработан механизм привлечения инвестиций в крупные какие-то объекты, и в, еще и сельское хозяйство не надо со счетов скидывать, то есть, если по Сухумскому району брать, там что-то около 19 тысяч гектаров, да, сельхозугодий, из них в лучшем случае 1000 или 1500 да, обрабатываются. Чтобы это происходило, необходимо формировать механизмы. Возможно, это механизмы, сейчас вспомню давно забытое слово, да, кооперации, да, то есть, возможно, это необходимо продумать, заново изобрести механизм сельхозкооперации. Это довольно-таки неплохое решение, которое во множестве стран мира работает. Оно плохо сработало, хотя иные говорят, что оно замечательно как раз таки сработало в советское время. Но Советский Союз не успел на эти рельсы переехать полностью, да, и потом он сам благополучно развалился. А в странах схожей с Абхазией формации, да, это страны тропические, там, субтропические, где сельское хозяйство возможно быть рентабельным и так далее. В этих странах с сельхозкооперацией все хорошо. Вообще, развитые страны от неразвитых как раз таки отличает наличие в развитых странах большого и разнообразного количества режимов собственности. То есть собственность она не бывает только государственная и только частная.
Бывает собственность кооперативная, бывает собственность общественная, допустим, какое-то подобие такого. Я просто ввиду своей работы предыдущей, я как бы знаю, да, то есть, у нас государство передало в пользование церковным организациям храмы. Да? И я скажу, это скорее положительный опыт, чем отрицательный, потому что там, где хватает сил и ресурсов, эти храмы, которые в ином случае просто разваливались бы, да, они как бы ремонтируются, восстанавливаются и так далее. То есть общественная собственность, как еще один режим, да, она имеет право на жизнь. И это в меньшей степени касается, допустим, Ишера, хотя там тоже есть многоквартирные дома, и в большей степени касается городов. В Абхазии наверняка уже пора приступить к формированию нормативно-правовой базы по товариществам собственников жилья и так далее. То есть ТСЖ как форма собственности, да, вот в Российской Федерации она показала свою эффективность, и она показала, что люди могут сообща, совместно решать самые базовые проблемы, которые сегодня решаются либо спорадически, либо с очень большой временной задержкой. Да? То есть у дома снесло крышу ураганом, через полгода твою проблему решило государство в связи с тем, что государство живет, в отличие от людей, от бюджета до бюджета, от квартала до квартала, и оперативно решать такие проблемы государство не способно. Не в состоянии. А эти как раз-таки, вот там, где государство не способно решать эти проблемы оперативно, мне кажется, оперативно смогли бы решать объединение людей. И для этого тоже необходимо создать нормативную базу, которая в нашей стране практически отсутствует. Об этом можно говорить, это не фантастика какая-то, это совершенно реальная, обыденная такая вот вещь, к которой надо прийти. И то же самое касается сельского хозяйства. То есть были колхозы, были совхозы. Сегодня, богатые, да, сегодня этого нет. Да. Вот, и найти какую-то форму как бы, реализации собственности, да, вот, в которой одинаково соблюсти балансы государственных интересов, частных интересов конкретных людей и интересов конкретных инвесторов, которые могут выступать там банки или различные какие-то агрохолдинги и так далее, чтобы найти этот баланс, и чтобы этот баланс был выгоден народу, чтобы он был выгоден каждому жителю Абхазии, который хочет что-то производить у себя дома, у себя в деревне, и чтобы люди перестали из деревень уезжать в город насовсем, да, необходимо найти этот баланс, и этот баланс, он в первую очередь именно законодательным должен быть. То есть решений масса, но надо найти и применить то решение, которое подходит конкретно к нам. Проблемы на селе, они достаточно универсальные, что там в Эшерах, что в Хапе, что в Арадо, да, это вот как бы отсутствие там рабочих мест, да, народу уезжает, да, с заработками тяжело людям свою сельскохозяйственную продукцию реализовать. Вот это она достаточно комплексная проблема, но что можно в принципе вот в этом направлении сделать, чтобы все-таки люди имели работу и могли, допустим, если они занимаются сельским хозяйством, да, реализовать свой как бы труд не за копейки. Ну, понятно. Но это тоже сложный момент, но этот сложный момент внутри даже самой Абхазии имеет одно свое неожиданное решение. Чуть так буквально в пару слов скажу. Это касается реализации сельхозпродукции сертифицированной. То есть есть механизм, по которым можно как бы вести, допустим, органическое земледелие, то есть выращивать те или иные, ту или иную продукцию без использования тяжелых химикатов, там, пестицидов и так далее, оформить это все соответствующим образом сертификатами соответствующими, которые как бы признаются и в Российской Федерации, и в Европейском Союзе, и затем уже с этими сертификатами реализовывать не за копейки. Но это просто огромный труд, который в нашей стране пока еще в зачаточном состоянии. Вот я, насколько знаю, вот в одном из сел Чумчинского района такое удалось сделать. Вот, и этот опыт можно перенять как бы, да, для других районов Абхазии. С другой стороны, из сел в города люди перебираться не перестанут. Это, урбанизация – это достаточно объективный процесс, закономерный процесс, и с ним сложно бороться. Но можно минимизировать издержки от урбанизации. То есть сделать так, чтобы жизнь в селе стала мало отличимой от жизни в городе.
да, чтобы это и бытовых условий касалось, и какого-то социального обслуживания. Допустим, вот если в городе самая базовая услуга, за которую люди идут в город, это медицинские услуги на самом деле, вот, а в селе они недоступны, то, может быть, начать формировать бюджеты таким образом, чтобы они предусматривали какие-то формы медицины на селе. То есть одно время, я помню, у нас как бы в Абхазии даже обсуждалась программа открытия сельских фельдшерских пунктов. И я думаю, что можно возвратиться к обсуждению вот этой вот такого рода проекта, который остановит отток людей из села. И вот если вот касаться медицины, ну, события последнего времени, коронавирусная инфекция и связанные с ней как бы большие проблемы, они показали, что самой уязвимой категорией населения в Абхазии внезапно оказались сами врачи. Вот, и я думаю, что было бы справедливо и правильно не просто там какими-то надбавками врачам, которые в красной зоне работают, которые работают в мобильных бригадах, чтобы государство их как-то поощряло. Да, потому что эти люди, они словили большой вред своему здоровью в ходе своей работы. Этот вред непоправимый. И мое мнение, что это должно отразиться в том числе и на их пенсионном обеспечении. Это небольшое количество людей, и даже бюджета нашей республики хватит для того, чтобы это количество людей мы соответствующим образом смогли им помочь как бы в дальнейшем. И еще один тоже такой вот немаловажный аспект. Ишера, допустим, вот мой округ, он отличается от множества других сел, в том числе еще и очень большими потерями во время войны. Да? То есть очень много наших односельчан погибло во время войны, очень много... Еще, кроме того, инфраструктуры. Да, очень много раненых и так далее. И это вот касательно как бы коронавирусной инфекции и так далее. Я вот вижу, что ветеранам войны, инвалидам войны, да, очень сложно все вот необходимые, допустим, анализы как бы получать, потому что это в большинстве случаев, это в частых каких-то, то есть оперативно получить анализы, либо ты должен приехать, отстоять очередь и так далее, либо ты должен пойти в частную какую-то лабораторию, да, и оплатить из собственного кармана. И мне кажется, что для инвалидов войны можно было бы сделать как бы схему, по которой вот часть, может быть, 50% или 70% от этих расходов компенсировались бы из соответствующих фондов. То есть это тоже маленький законодательный механизм, но делающий возможным нормальную жизнь непосредственно у себя дома без необходимости переехать из села в город. То есть это можно сделать. Я еще хочу добавить, что когда ты едешь по центральной трассе, вот, ты нигде не увидишь дорожного указателя с надписью Ишера, село Ишера, Сухумский район. Ее там нету. Она там должна быть, потому что иначе турист, он не будет знать, где находится Ишера. Ему только навигатор его может привести в конкретный адрес, который он предварительно изучил. А просто так остановиться и найти как бы возможность где-то отдохнуть в Ишерах у него уже отсутствует. То есть из таких вот маленьких вещей можно сделать достаточно привлекательный, достаточно как бы спокойный способ жизни в этом одном из самых сложных районов Абхазии. Причем очень красивых. И очень красивых, да. Да, ты можешь, в принципе, обратиться к своим избирателям, сказать напрямую, да, и надеюсь, они тебя услышат. Ну, обращаясь к своим избирателям, я хочу в первую очередь сказать, что я никогда не призывал людей решать какие-то вопросы, кроме там своих личных сердцем, да. Я призываю взвешенно, хорошо поразмыслив, делать свой выбор, и чтобы за этим выбором всегда впереди была какая-то возможность для развития. Если мы будем выбирать привычные нам какие-то вещи, мы никогда не узнаем ничего нового, и мы никогда не достигнем чего-то нового. Мы так и останемся в своей привычке. Чтобы выйти за эти рамки, нам необходимо что-то изучить, нам необходимо что-то понять, и нам необходимо с разумом, с ясным пониманием того, чего мы хотим, двигаться вперед. И поэтому я призываю всех своих избирателей думать и после этого голосовать. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в эфире был кандидат в депутаты по 22-му избирательному округу, так называемому Ишерскому, Ахра Смыр. Ахра, большое спасибо. Спасибо, Иван. Удачи.